Я думала, если максимум даже есть что-то у него, то пневмония, но никак не туберкулез. Фатима Абдулмеджитова проходит лечение вместе со своим мужем и маленьким сыном уже 9-й месяц. Поступили они в противотуберкулезный диспансер с открытой формой туберкулеза. Сейчас же у всех членов семьи завершается последний курс лечения. У меня муж работал на стройке, и как-то он заболел месяц. Буквально температура 39,8 температура была, и сильная потливость была. Ну, я лечила антибиотиками дома сама. То есть потом мы обратились к врачу, нам в Твери сказали, что у него открытый туберкулез, что он опасен для общества. Мы его привезли сразу сюда, договорились с доктором и привезли его сюда. Потом буквально через 3 дня узнали, что и я болею. И потом через неделю узнали, что мальчик болеет. Так все и поступили сюда. Лечение проходило отлично. Мы сюда пришли маленьким весом. Вообще поступили у нас, можно сказать, мы вообще полуживые сюда поступили. Да. И нас уже в течение месяца поставили на ноги. При лечении применяются антимикробные и антибактериальные препараты. Курс приема зависит от стадии заболевания. Терапия может длиться месяцами, а иногда даже годами. Почему открытые формы? То есть это уже считается запущенные формы. То есть люди ходили до тех пор, пока туберкулез не полностью захватил легочную ткань, когда началось выделение бактерий, то есть разрушение легочной ткани, появление полосей деструкции и выделение бактерий тем самым. Чем это опасно? Это опасно тем, что бактериовыделитель, он заражает окружающих. Это легко передается через воздух, через предметы, посуду. Находясь в семье, естественно, все члены семьи к этому подвержены. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по заболеваемости туберкулезом в Ингушетии с каждым годом идет на улучшение. В противотуберкулезном диспансере республики применяются наиболее эффективные методы лечения, благодаря чему заболеваемость снижается. У нас даже есть пациенты, которые поступают с устойчивыми формами туберкулеза, с очень глубокими запущенными формами туберкулеза. Даже они на фоне лечения на наши улучшаются, туберкулезный процесс стабилизируется, но вы понимаете, если у пациента практически там половина легких нету, но, естественно, это на качестве жизни, это все сказывается, но процессы стабилизируются. Большую помощь в нашем лечении нам оказывает хирургическое лечение тоже. Те пациенты, которые остаются остаточные изменения и так далее, мы можем так и хирургическими методами лечить. В тубдиспансере Плиева есть все необходимое для проведения иммунодиагностики. Имеется полный спектр оборудования для качественного лечения. Проба диаскин-теста хранится в холодильнике, где соблюдается холодовая цепь. Лечение ведут подготовленные и квалифицированные доктора. У нас 4 метода выявления, то есть эти все 4 метода у нас в центре есть. У нас новейшее оборудование ПЦР, то есть молекулярно-генетический метод, Бактек метод тоже, это полностью компьютер все это обрабатывает, все это делает. То есть микроскопия у нас обученные специалисты, которые годами смотрят, годами. Поэтому для выявления нужно обращаться только к нам. По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез – это одно из самых опасных инфекционных заболеваний. Каждую секунду в мире один человек инфицируется, каждые 4 секунды заболевает и каждые 10 секунд от этой болезни умирает один человек. Наиболее часто туберкулез передается воздушно-капельным путем. При кашле, чихании, также при разговоре больного мельчайшие капельки мокроты и слюны распространяются по всему помещению. Поэтому практически каждый человек подвергается риску инфицирования, а значит и возможности заразиться туберкулезом. Чаще всего передается от больного человека здоровому человеку, и иногда источником заболевания могут быть больные животные. Из этих заразившихся только около 10% людей заболевают туберкулезом. Остальные пациенты бывают носителями туберкулезной инфекции. То есть они не заразны, в организме туберкулезная инфекция есть, и организм вырабатывает клетки защиты от этой инфекции, и мы как бы являемся носителем туберкулезной инфекции. Если всю жизнь пациент может прожить с этой инфекцией и не заболеть, но если на каком-то этапе своей жизни, допустим, иммунитет снизится, эта инфекция, которой мы заразились, может быть, в детстве,
в раннем молодом возрасте, она может проявиться, она начинает активизироваться. Развитие заболеваемости туберкулезом, в отличие от ее инфекции, приводит к проявлению симптомов: длительный кашель, боль в грудной клетке, слабость, повышенная утомляемость, лихорадка и другое. По словам врачей, некоторые даже не подозревают о своей болезни, поскольку симптомы могут оставаться умеренными в течение многих месяцев. Поэтому проводить своевременно осмотр особенно важно. Буквально сегодня был у меня пациент, который по другому поводу, не по легочной патологии, обследовался, к узкому специалисту подошел, значит, ему больнично открывают и сделали флюорообследование легких. Он себя считает абсолютно здоровым со стороны легких, у него нет ни кашля, ни жалоб, ничего. И выявили очаговый туберкулез. На флюоро увидели изменения, отправили на КТ очаговый туберкулез. И он недоумевает, он говорит: как так, меня вообще ничего не беспокоит, я не верю, что у меня туберкулез. Мы объясняем, что это самая легкая форма туберкулеза. Эта форма туберкулеза предпочтительна для выявления, это называется своевременным выявлением туберкулеза. Поэтому мы проводим профилактическое обследование на туберкулез для того, чтобы выявить именно на этой стадии. Наиболее подвержены заболеванию туберкулезом дети, особенно непривитые или же не получившие неполноценную вакцину БЦЖ. Со слов врачей, родители в последнее время отказываются от прививки по разным причинам, несмотря на то, что многолетний опыт применения вакцины доказал ее целесообразность и эффективность. Для детей характерно иммунитет же низкий у них, при заражении у них инфекция распространяется, как бы генерализуется, и есть опасность проникновения через гематоэнцефалические барьеры с развитием туберкулезного менингита. Вот до того, как стали БЦЖ прививки делать, так и было. Если маленькие дети заражались, то чаще всего это заканчивалось туберкулезными менингитами. Это чаще всего были летальные исходы, или дети были с очень тяжелыми отклонениями со стороны интеллекта и так далее. Туберкулез при своевременном выявлении и выполнении рекомендаций врача по лечению и режиму является излечимым заболеванием. По словам врачей, чем раньше обнаружат болезнь, тем меньше тяжелых последствий для организма. Малика Измайлова, Султан Булгучев, Новости 24.